Алло, привет, это я. Привет. Как дела? Нормально. А у тебя? Тоже ничего? Получил письмо? Да, ты так красиво пишешь. Могла бы стать писательницей. Да, хватит. Что не спишь так поздно? Мне луна в окно светит. Она сегодня какая-то большая и почему-то очень желтая. Да. Как в тот день, когда мы с тобой познакомились. Ты помнишь. А давай загадаем желание. Смешная. Желание загадывают, когда звезды падают. А когда смотрят на Луну, не загадывают желаний. Все равно давай. Я очень хочу. Очень-очень. И прямо сейчас. Давай. Я уже загадала. И что же? Говорить нельзя, не сбудется. Нет. Лунные желания всегда сбываются. Ладно. Я загадала, чтобы через много-много лет, когда будут подрастать наши дети, мы проснулись с тобой такой ночью и увидели бы такую же луну. Потому что и через много-много лет я буду также любить тебя. Можно мне присесть? Ой, да, конечно. Спасибо. Я не помешаю? Вы ведь ждете кого-то? Да нет, задерживается немного. Красивый букет. Есть какой-то повод? Просто хотел сделать что-нибудь приятное. Значит, любовь? Любовь. Да, любовь. Невероятное чувство. Иной человек вызывает симпатию, привязанность. А настоящую любовь чувствуешь сразу, в первый миг. Настоящая любовь всегда с первого взгляда. И бывает, что одна на всю жизнь. Но это если настоящее. А что, бывает и не настоящее? Бывает, люди расстаются, даже несмотря на то, что говорят друг другу. Мне очень жаль, что с вами такое случалось. Но ведь без горького не почувствуешь сладкого. Многое в жизни может ранить. Но если жить прошлым воспоминаниями, то где же взять новые? Ничего не происходит просто так. Может быть, это была ваша судьба? Сейчас-то ведь все иначе. Судьба — это неприятный домысел. Почему неприятный? Потому что неизбежный. Кому нравится неизбежность? Неизбежность некоторых событий – это результат наших действий, не более. Некоторые загадывают желание, глядя на Луну, затем женятся, воспитывают прекрасных детей, а другие умирают от сердечного приступа во время утренней пробежки в парке. У каждого человека свой путь. Глядя на Луну? Я сказал так, потому что вам с Аней это знакомо. Вы знаете Аню? Вы знакомы с ней? Она умрет через 2 дня, в 6 часов вечера. Через 2 дня, то есть понедельник. В этот день в институте у нее будет 4 пары, после этого она поедет в гости к подруге. Она уйдет от нее в 5 часу. Без 10:06 она сядет в машину, 6 часов вечера. Машина столкнется с грузовиком, перевернется. Погибнут 2 человека. Она в том числе. Некоторые говорят, внезапная или неожиданная смерть. Люди умирают, когда им суждено.
и мы не в силах это изменить. Человеку можно облегчить страдания, но нельзя отсрочить день и время его смерти. Это исключено. Во время утренней пробежки. Вы ведь так сказали? Вы могли спасти его. Предупредить и спасти. Это ничего не изменило бы. А может, он просто не стал бы слушать. Нельзя изменить естественный ход событий. Если бы он не умер от остановки сердца, то упал бы с лестницы. Не лестница, так кирпич, упавший с крыши. Путь этого человека закончится здесь. Такова его судьба, если угодно. Если вы говорите правду, и в понедельник случится то, что вы сказали, я хочу знать, как этого избежать и чего вы хотите. Если в понедельник я приеду к Ане домой, и мы весь день проведем с ней, и не будем никуда выходить. Этого нельзя избежать. Даже если вы скажете ей об этом, и даже если она никуда не будет выходить. Разве дома так уж безопасно? Но если нет возможности избежать этого, так зачем вы мне все это рассказали? Я не стал бы об этом говорить, если бы не было возможности спасти ее. И как это сделать? Кажется, кто-то из великих говорил, жить значит чувствовать. Человек должен умереть, и вдруг нарушается естественный ход событий. Это неправильно. Это должно быть оплачено соответствующим образом. Человек не умер, его чувства живы, он дышит, видит, говорит, слышит и тому подобное. Вы поняли, к чему я клоню? Нет. Хорошо, Аня останется жива, но взамен вы, лично вы, должны отдать несколько вещей, точнее 3, которыми обладает каждый человек. Вы отдадите голос, слух и зрение, и Аня останется жива. Вот и все. Это и есть ваше условие? Это не мое условие, но иного пути нет. Что значит отдать? И как это вообще возможно? Не бойтесь, вы ничего не почувствуете. Никаких операций по выкалыванию глаз не будет. Но вам не обязательно соглашаться. Это ваше право, ваш выбор. Я не буду ни видеть, ни слышать, ни говорить. И что же мне остается? Вы будете жить, как и Аня. Она ведь так любит вас. Должен вам сказать, что вы не единственный, кто столкнулся с таким выбором. Я все прекрасно понимаю, но это единственный выход. Иначе она умрет. Да, в понедельник. Ну что ж, мне нужно еще кое с кем встретиться. Я не жду от вас ответа прямо сейчас. Я буду ждать вас завтра, здесь же, в это же время.
Все произошло так, как он и сказал. Аня погибла в 6 часов вечера в понедельник, попав в автокатастрофу. Все эти 3 дня с пятницы по понедельник я старался с ней не общаться, избегая ее. Как ни странно, она и не стремилась к этому. В понедельник вечером, когда я уже знал о случившемся, в своем почтовом ящике я обнаружил письмо от Ани. Одно из тех писем, что так согревали меня и дарили надежду, что мы всегда будем вместе. Ту надежду, которую я не смог ей дать. Миленький, любименький, я не знаю, когда ты получишь это письмо, но наверняка тогда, когда меня уже не будет на свете. О, как тяжело осознавать это, но я спокойна уже тем, что ты жив. Ты, наверное, ничего не понимаешь, но мне так трудно писать. Я плачу, я люблю тебя. Почему это должно произойти? Почему с нами? Он подошел ко мне в субботу, когда я вышла из института. О, Боже, миленький, он все про нас знал. Какой-то старик в мятой шляпе, но он знал, что ты мне подарил в годовщину нашего знакомства. Он рассказал о нас все, и как мы познакомились, и какой наш любимый фильм, и где мы отдыхали прошлым летом. Он знал все-все. И он сказал, что ты умрешь. Да, ты должен был умереть в субботу. В 11 часов утром тебя бы сбила машина. Так он говорил. Как я тогда извелась? Я ему не верила. Но он знал все. Он сказал, что твоей смерти можно будет избежать. Для этого я должна отдать свою жизнь. Миленький, извини меня, но я так долго думала, плакала. Я согласилась. Он сказал, что я умру в понедельник. Он не сказал, во сколько. Мне так страшно. Сегодня воскресенье, я не выдержала, позвонила тебе. Какое-то счастье слышать тебя и знать, что ты есть. Уже вечер, наверное, я больше не увижу тебя. Почему мы? Мы столько еще не сделали, а я так хотела. Не забывай меня. Я всегда буду любить тебя. До самого конца. Буду любить тебя.